Любой экстрим нас заставляет думать. И с каждым годом все сеем меньше и меньше. В прошлом сезоне не было ни одного дождя. Даже капельки ни одной не было. Мы всегда боремся за влагу. Погода непредсказуемая. А так у нас до 120 щуп проваливался полностью. За счет подсолнечника и выживаем, можно сказать. В июне зашли 20 тысяч сайгаков. Сумма ущерба где-то свыше, наверное, 30 миллионов. Я уже практически 20 лет в сельском хозяйстве работаю, чтобы так сгорело, это первый раз такое. Работа сельхозника, наверное, и учит, по идее, нас таким быть сильным ко всему. Зерно не то, которое на полях, а зерно то, которое в закромах. Это не мною придумано. Погода непредсказуемая. И ни один год, 53-я уборка, ни одна уборка одна на другую не походит. В прошлом году был остро засушливый год, в этом году год нас побаловал осадками. В этом году другие осадки, другая урожайность. У нас есть с чем сравнить. У нас получается одна сторона резко засушливая, другая сторона более урожайная. Я не хочу сказать, что у нас в этом году такой фейерверк от урожая. У нас урожай выше среднего, будем говорить вот так. Если правильно говорить, у нас в этом году урожай выше среднего. Но жаловаться и плакать о том, что ой, что-то там не хватило, чего-то нет, это не в моем характере, наверное. Строим склад зернохранилища, 1200 квадратных метров. Это уже потом лучше? Да. Это расширяетесь или будете? Да, расширяемся, полностью новый строим. Старых объемов не хватает? Нет, не хватает. В этом году урожай. Когда последний раз такая урожайность была в этом районе? Последний раз около 4 лет назад. Средний год не выше среднего, не ниже среднего. Обычно у нас преследует июньская засуха, в этом году была июльская засуха. То есть, в принципе, сказать, что однозначно лучше, чем прошлый год, это бесспорно. Единственное, что местами поменялись дожди. В 2020-2019 дожди были в июле, а не в июне. В этот раз у нас были в июне, а в июле их не было. Прошлый сезон, скажем так, более засушливый был. Мы на низкогумусных почвах, и у нас урожай практически сгорел. Урожайность варьировалась от 2-3 центнеров до 25. В этом году нет, с осадками было полегче. Конечно, наш регион хоть и поливал, одно отделение у нас практически дождей не было. Основные дожди прошли 20 июля. Посевная прошла хорошо, дожди нам не мешали. Посеяли. Техники у нас достаточно. Я даже притормаживаю посевную. Мужиков торможу, говорю, все, стоп, подожди, нам надо вегетацию растянуть сроки, чтобы по возможности и ранние захватить, понятно, средние, и поздние тоже. И, как говорится, правильно делаем. Июнь-июль было хорошо, потому что в Гиндеколе, когда мы были, там жара стоит, сюда приезжаешь, залито все. Дожди нас в этом году не обидели. В прошлом сезоне не было ни одного дождя. Даже капельки ни одной не было. С 2019 года, то есть, можно сказать, засуха. В этом году тоже засуха была, но поздно пришли дожди, можно сказать. До 2019 года нормально было. Видовая урожайность в этом году намного, конечно, лучше прошлогодних тех 3 лет. На уровне, наверное, 10 центнеров круговую рассчитываем. А в прошлом году? В прошлом году 8 было, но это за счет паров. А в целом 3-5 центнеров давали поля стерневые. В прошлом году было 6,2. В этом году у нас будет, в 2 раза больше. 116 425 гектар зерновых, а все остальное это кормовые культуры. Среди кормовых однолетние травы и 3000 гектар кукуруза носилась. Я хочу сказать, рабочие сорта, это Лютестенс 32, это Томская 30, Омская 18, это рабочие сорта. Хорошо себя в этом году показала Челяба ранняя. Значит, у нас есть Тобольская степная, просто Тобольская, Тобольская 2,
у нас есть старт, у нас есть Боевчанка, Урало-Сибирская, у нас есть Айна. В этом году ситуация относительно неплохая. Основные осадки пришлись на начало посевной, на начало вегетации, будем говорить так. В этом году, конечно, выиграли более ранние сроки сева. Вот, поздние сроки сева, я бы не сказал, что проиграли, потому что на поздние сроки сева прошел опять дождь и получился неплохой налив. Я думаю, в этом году пострадали именно в наших условиях, в условиях вот Алтенцарина, Камыстинского района, наиболее сложно оказались посевы средних сроков сева. Это бывает в наших условиях очень редко. Ну, вот в этом году как раз получился такой год. А когда видели последний раз такой хлеб? Такой хлеб? Где-то, наверное, так вот, 16-17 годы, вот в эти годы. Конечно, приятно видеть свои результаты, но я уже 53-й год убираю. Я уже всякие уборки видел. И по снегу молотил, и по дождю, и в засуху, и 2 центнера молотил. Я уже ко всему привычный, что я уже задубел. Поэтому я, когда нету большого хлеба, я не очень плачу. Но от того, что будешь плакать, хлеб же не вырастет, понимаешь? Надо просто думать, что же сделать, чтобы все-таки хлеб хоть на следующий год вырос. Вот. Ну и когда есть хороший хлеб и большой, я не очень радуюсь. Вот. Тоже нету смысла радоваться. Еще неизвестно, какая будет цена, неизвестно, как его хранить. Вот. Неизвестно, как мы его берем, какая будет погода. Очень много нюансов. В прошлом году было 6 центнеров, да? Но последнее зерно я продавал по 180 тысяч за тонну. Вот эти вот 6 центнеров, они снивелировали, цена снивелировала вот эти 6 центнеров, и я нормально живу, понимаешь? А вот этот хлеб будет, допустим, в 2 раза больше, а цена упадет, и у меня тот же самый результат будет. Цена упадет на 90-100 тысяч, затрат будет больше, а результат тот же самый. Понимаешь как? Поэтому к этому ко всему надо ровно относиться, и ура кричать надо остерегаться. Этот сезон может запомниться тем, что мы вот обмолотили 87%, это мы перевалили за 100 тысяч, уборочная площадь за 100 тысяч перевалили. И до 10 сентября мы обмолотили такой объем посевных площадей, и практически нам ничего не мешало. Такие тепличные условия на уборке, наверное, у меня 2-й раз в жизни. Любой экстрим нас заставляет думать. По прошлому году урожайность была у нас 3 центнера зерновых составляла на гектар. В этом году 14,5 центнеров на гектар. Куда? Какие сложности были в этом сезоне? Ну, в этом году, наверное, сложности были с поставкой горюче-смазочных материалов, именно масла, потому что в связи с санкциями, и запчасти на импортную технику. Весной была проблема с посевом, потому что осадки были, сеять не давали, но посеяли мы до 5 числа июня, мы уже закончили посевную кампанию. По вредителям в этом году трипс, в принципе, был только. По сорнякам, ну, как, наверное, у всех, в этом году ерутка полевая вышла. Уже после того, когда июльский дождь прошел, с опозданием прошел, повылазила ерутка. В процентном соотношении 50% это у нас пшеница, мягкая, твердая, 25% лен и 20% подсолнечник и около 5% софлор. Посевная площадь 11 тысяч гектар. В этом году посеяли меньше. Почему? Ну, с учетом мы всегда настраиваемся на засуху. И с каждым годом все сеем меньше и меньше. Ну, на следующий год, я думаю, подсолнечник будем увеличивать. Раскрытие не знаете? Ну, до 1000 гектар, наверное, будем по этому хозяйству убирать, увеличивать.
получается экономику поднять, потому что масличные культуры, они дороже стоят. Да, рентабельность выше, чем зерновых. По сортам Омская 18, 1500 гектар. Показала, в принципе, в этом году среднее от 12 до 14 центнеров она дала. Далее идут Шантанду, новый сорт, 96-ю посеяли. Первой репродукции урожайность 12 центнеров составила. Так, Омская 36-я, наша любимая, на 23 центнера дала. Хорошая, да. Любава сорт, наверное, будем выводить. У нее средняя урожайность рядом даже возле Омской стояла где-то 14 центнеров, 14,5 дала. Ну, тоже, скорее всего, будем выбирать, тоже урожай слабый, 14,5 центнеров. Да. То есть по нашему региону, уже работаю в этом регионе 3-й год, в принципе, хорошо себя показывают омские сорта. На момент посевной влагозарядки средней где-то было от 60 до 80 миллиметров в почве влагозарядка. По сравнению с 2020 годом, то есть намного меньше. Просто что посевные вот эти дожди были, в период посевной дожди мы, в принципе, как хорошие получили дружные сходы. И где-то в числах 11, наверное, 18-июня дожди хорошие были, прошли. И больше с июня у нас дождей не было. Вот нам хлеб дается с трудом, и проблема основная у нас, много частный скот заходит на наши посевы. Это овцы, крупнорогатый скот, лошади. По Аксаю Агро у нас в прошлом году 17 протоколов было оформлено, заявление было подано в милицию. Сумма ущерба где-то по льну, по пшенице свыше, наверное, 30 миллионов был ущерб в прошлом году. Сейчас проезжаем, поле у нас ТО «Аят Агро», 3-4 клетка. Скот ходит бесхозный, то есть частный скот бесхозно ходит. Пишем заявление, милиция, в принципе, реагирует, но штраф выходит в районе 20 тысяч, 10 МРМП у нас выходит штраф. В течение 10 дней мы повторно, опять же, государство не может наказать этого человека, то есть пока не пройдет 10 дней. 10 дней проходит, уже повторно 50 МРП штраф идет. Сокращаем, хотим вообще, конечно, это наша мечта уйти на двухполку, компактнее, но продуктивнее. Однозначно ты задумаешься о чем-то новом, думаешь, почему так. Понятно, что регион, южный, Тарановский район, то есть здесь 15 центнеров, это считается такой большой урожай по сравнению с другими районами, взять, да, северный регион нашей области, где 15-20 центнеров это стабильно. На дождь надеяться надо, но ты должен работать с сорняками. То есть, если ты отработал сорняками хорошо, то те дожди, которые для тебя, скажем так, были достаточны только на июнь, то их уже хватит частично на июль. То есть вопрос здесь борьбы с конкуренцией, смотрите, трипс появился, он поражает пшеницу. Как пшеница себя лечит? Питательными элементами. А где питательные элементы? Они в почве. А как она их транспортирует? Она транспортирует, используя влагу. Все, соответственно, вот на этот колос, который был поражен трипсом, требуется на 20-30% больше влаги. Септориоз пошел, все, опять для того, чтобы свой лист долечить или как-то более-менее локализовать, остаться не подвергнуться тотальному поражению, да? Опять надо себя вылечить. Как он себя лечит? Тем же самым питательными макро-микроэлементами, которые опять-таки с влагой берет. Понимаете? И, соответственно, химии прошли, пожгли чуть-чуть, не сильно, чуть-чуть прижгли. Как он себя будет лечить? Опять влагой. Соответственно, можно на этот колос потратить в 2 раза больше влаги, чем нужно. И вот этим отличается культура земледелия. Она отличается как раз таки, что ты работаешь с коэффициентом транспирации. Да, то есть тебе нужно, в хорошем хозяйстве, тебе на тонну нужно, условно говоря, 0,8 коэффициент транспирации. А в плохом хозяйстве тебе может быть и коэффициент 2 транспирации. Да? Что значит? Значит, в метровом, что такое 0,8 коэффициент? В метровом слое 0,8, то есть 8 сантиметров метрового слоя, влаги в метровом слое достаточно для получения 1 тонны. Это в очень хорошем хозяйстве, где с сорняками поборолись, с вредителями поборолись, семена очень чистые, где протравленные, где пшеница не стрессует. С каждым, скажем, какой-то безалаберностью или с какой-то отсутствием культуры
То есть добавляется коэффициент транспирации. То есть, соответственно, тебе может выпасть там 200 миллиметров, ты можешь получить такой же урожай, как твой же сосед, которому не выпадало вообще дождей, у него просто в метровом слое была влага. Это культура земледелия. Вот это и есть технология. Это и есть технология. Для чего нужна технология? Для того, чтобы коэффициент транспирации максимально там, тянуть его вниз. Посевная площадь ТО агрофирмы «Каркын» на данный момент составляет 26 тысяч гектар. В этом году ЕРО сева составила 20 430 гектаров. В структуре посевных площадей порядка 50% площади составляет мягкая яровая пшеница, порядка 30% это масличные культуры, подсолнечник, лен, софлор и рапс. Порядка 12-15% это бобовые культуры, горох, соя, чечевица. Остальное это кормовые культуры для нужд животноводства. По зерновым сейчас на данный момент где-то 14,5-15 центнеров по пшенице. У нас диверсификация с 2012 года шла планомерно. Вот это многообразие культур, она позволяет нам в эти годы, скажем так, экономику выравнивать. Почему? Потому что в один год удается зерновые культуры, в другой год масличные, по цене и по урожайности, в третий год там бобовые. И они в конечном итоге, скажем так, экономика выравнивается. В этом году, от 7, я уже говорил, от 7 центнеров до 14. Сеем мы Омскую 36 и немного Омская 18. Площадь софлора у нас занимает 25% от общей площади. Сорт Ершовский 4, основной наш сорт. Немного посеяли Волгоградский 15. Софлор средний, вот мы сейчас убираем 7-8 центнеров, а в прошлом 5. Урожайность не особо отличается год от года. Вот засушливый год 5, да? Средний год где-то 8 вытягивает. Хороший год до 14 бывает. Вот в 2016 году 14 центнеров софлор. Почему спрос на софлор? Природа учит нас уже сколько лет. Вот засухи эти последние людей заставляют думать, как дальше работать. В свое время и мы также задумывались, я с отцом, что делать. Монокультура уже урожай, цена низкая, все сидят с этой пшеницей, не знают, что делать. Не урожай, нечего продавать. А когда есть другие культуры, как-то больше маневра и по цене, и по объемам. Вот. По софлору, если сказать, волны спроса на софлор их было не одна. Для меня важно свое же, что я добиваюсь успеха, допустим, софлор. А они не верят. Не верят. Что с них взять? Сложные года, да, а я продолжал строиться, продолжал инвестировать в технику, в развитие всего. И получается, был прав. Я сейчас это вижу. Первый год приобрели эти семена софлора, решили попробовать, потому что у нас район засушливый, глиняная земля, и решили попробовать. И вот что получается неплохо, потому что пшеница, если давала, например, 3 центнера, мы рассчитываем взять около 8-10 центнеров с гектара. Общая площадь около 5000. Софлор попробовали 120 гектар, и то мы сделали высев 25 килограмм, это расход вышел 3 тонны. И во-вторых, мы его не травили, землю не обрабатывали, просто посеяли, и вот получаем результаты уже на глаза.
В следующем году планируете? увеличить? Конечно, и увеличим площадь до 800 гектаров. Мы работаем по классике. У нас пшеница по пшенице только. Только в этом году, вот как видите, софлор. Может, в дальнейшем что-то, может, и добавим еще. В июне зашли 20 тысяч сайгаков. Еще фаза была кущения, как бы не сильно пшеница пострадала от этого. Но есть, у нас нету, но у соседей много, у кого где они обитали. И вот где в сторону вот наши новые клетки, которые вот там есть, видно, что они там попаслись хорошо. Ты влаживаешь свой труд и получаешь по полной взамен. Ты ее посадил и постоянно смотришь, это как за ребенком получается. Он у тебя на глазах растет. Ну, мы подсолнечником начали заниматься с 2015 года. Начали с 200 гектаров. На данный момент то есть увеличили уже более 1100 гектаров. Сеем на сегодняшний день. За счет подсолнечника и выживаем, можно сказать. Пшеница нужна. Почему? Потому что подсолнечник мы каждый год как пшеница не сеем. То есть здесь мы в этом году, если подсолнечник посеяли, все, мы сюда уже лет 5 уже сеем уже пшеницу для севооборота. Посевная, погодные условия были хорошие, но опять же дождей вовремя не были. То есть именно уже когда где-то месяц почти дождей не было. Где-то в районе где-то 5, наверное, где-то так примерно в этом году. В прошлом году где-то 6-7 было в прошлом году. Тоже засуха в прошлом году. У нас 17-18 годы хорошие были урожаи. Ну, в нашем регионе как бы. Ну, в основном мы выращиваем подсолнечник. Да. Надежда, то есть думаю, вот следующий год хороший будет, следующий год хороший будет. Ну, потихоньку как бы идем, как бы. Соответственно, и техника сейчас как бы прибавляется потихоньку. То есть, и, ну, я бы не сказал, что урожайность там сильно высокая, там, но как бы держаться на плаву. В общем, у нас на 3 хозяйствах 40 тысяч гектаров. Основная культура – это пшеница, но также в обороте ячмень, овес, в основном на корма. И масляничка, софлор первый год мы попробовали посеять, очень довольны. Лен, рапс немножко есть, ну, в принципе, все. И кормовые культуры – это суданка, люцерна. Весна была засушливая, вот мы боялись тоже, но риски все оправдались. С 4 июня первый дождь как пошел, и после этого лето дождливое было. Осадков примерно 350 миллиметров выпало. По идее жизни, да, все меняется, и техника, и сама технология, и мы смотрим на зарубежных своих коллег. Конечно, где-то новые вводим, ноутил пробовали, мини-тил пробовали. Ну, пока что 90% нашей площади мы по традиционке работаем, также все. Основное наше это в наших условиях это лимитирующий фактор влага. Мы всегда боремся за влагу. Поэтому баранование обязательное. Бывает в 2 следа. Осенью чизельная обработка, зябь, пары. Это 100% у нас, что мы будем держать пары. Я сейчас вел такой 5-польный севооборот у меня. 4 года сею, 5-й порую обязательно. Бобовую добавлять надо. На следующий год вот мы чечевицу, горох я планирую посеять. Да, первый раз. Ну, землю не поменяешь, мы здесь, мы работаем здесь с людьми, со всеми уже на протяжении 20 лет. Работа сельхозника, наверное, и учит, по идее, нас таким быть сильным ко всему, ко всем стрессовым таким ситуациям. Всегда можно найти в нашем положении выход.